Вводится масочный режим. Новые случаи заражения коронавирусом. Где и сколько пациентов? Якутск – город трудовой доблести. Якутяне голосуют за инициативу о присвоении звания столицы региона. День республики дистанционно. Онлайн-выставки, спектакли. Как якутяне проводят этот знаменательный день. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 6 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Якутске, 1 в Хангаласском Улусе. Все случаи контактные с ранее заболевшими. Все они получают лечение в инфекционных стационарах. Круг контактов устанавливается для сдачи анализов. Всего в Якутии 120 пациентов проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах. 3 из них в крайне тяжелом состоянии. 2 пациента подключены к аппарату ИВЛ. За весь период в Якутии зарегистрировано 164 случая коронавируса за сутки. Всеми лабораториями республики обработано 929 тестов на коронавирус. В обсерваторах находится 632 человека. Ситуация у нас без особых изменений. Есть рост за последние сутки на 7 человек. Это город Якутск в первую очередь, где 6 у нас новых случаев зарегистрировано. Все они в целом по группе ранее выявленных уже больных, в том числе и, к сожалению, есть увеличение по медикам офтальмологической больницы, есть увеличение по ранее выявленным уже другим больным. И 1 случай у нас предположительно по Хангаласскому Улусу тоже сейчас обрабатывается. С 28 апреля в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Алданском и Нирингринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. С завтрашнего дня по городу Якутску и по тем территориям, где у нас режим самоизоляции должен соблюдаться, это наше крупнейшее муниципальное образование, мы вводим в общественных местах во всех исключительно масочный режим. Это и в общественном транспорте, это и в магазинах, это в других общественных местах, которые люди бывают, в том числе, в первую очередь, еще раз говорю, находясь на улицах городов нашей республики. Это абсолютно необходимо, потому что мы еще раз говорю, по городу Якутску сегодня испытываем самое большое беспокойство в части развития дальнейшей эпидемиологической ситуации. В Якутской республиканской офтальмологической и клинической больнице подтвердили 4 случая заражения сотрудников новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент проведена полная дезинфекция здания, установлены все контакты, собраны списки пациентов. Для тех, кто был в больнице во время обнаружения коронавируса, создан обсерватор. Там они будут продолжать лечение, находясь на самоизоляции в течение 2 недель. В больнице также развернут круглосуточный стационар для оказания неотложной медпомощи для вновь поступающих больных. Также дополнительный обсерватор для транзитных пассажиров, прибывающих в регион, организован в столице республики на базе училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. В учреждение завезли 37 человек, которые будут находиться в самоизоляции под наблюдением специалистов. Туда также могут поместить жителей районов, которым негде остановиться в столице сразу по прибытии. Якутяне голосуют за инициативу о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести» на специальном портале победа-ект.ру. Об этом сообщил депутат Госсобрания, один из инициаторов проекта Виктор Федоров. Инициативу поддержали на сайте 12 тысяч человек. Там собраны подтвержденные архивными материалами имена 4346 человек, отмеченных государственными наградами за трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны, рассказал Федоров. В годы войны из Якутска ушли на фронт более 60 тысяч жителей республики, значительная часть ее населения. Через этот город пролегала воздушная трасса Аляска-Сибирь, по которой советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики. Крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки «Юбилейная» в республике, получил имя Героя Советского Союза Григория Кузнецова. Акция по присвоению имен выдающихся якутян 100 крупным алмазом, добытым Алроса на территории республики, стартовала по инициативе главы региона Айсена Николаева 27 апреля прошлого года. В год патриотизма было принято решение присваивать алмазам имена якутян, героев Советского Союза.
В этом году в Удачнинский горно-обогатительный комбинат поступит новое оборудование по программе технического перевооружения. Это коснется основных цехов комбината. Замена изношенного оборудования на новое позволит повысить показатели и оптимизировать производственный процесс. Подробности у Ирины Балковой. Изношенное оборудование заменяется на более новое, надежное и производительное. В будущем здесь планируют пойти еще дальше – автоматически управлять подземной техникой с поверхности. В первом квартале часть оборудования уже поступила в Удачнинский горно-обогатительный комбинат. За первый квартал 2020 года было получено следующее оборудование: ПДМ Joy 4LD, лебедки LM10, насосные агрегаты НБ и сварочные агрегаты АСПДВ. Но это лишь малая часть от общего объема заявленного оборудования. Ждут новую технику и на Верхнем Унском месторождении. Туда по плану технического перевооружения отправится экскаватор «Липхер». Задействуют его на погрузке горной массы в автопоезда и БелАЗы. Также его будут использовать во время проведения противопаводковых мероприятий на самом месторождении. Особенно большой объем работы придется нынче на обогатительную фабрику 12. Там будут менять основное оборудование. Уже 5-ю по счету мельницу мокрого самоизмельчения, грохоты, насосный парк и рентгенолюминесцентные сепараторы. Поставку оборудования ожидаем как с территории Российской Федерации, так и из-за границы. Но, как правило, при формировании технических заданий мы ориентируемся на отечественного производителя для импортозамещения, но не в ущерб техническим характеристикам оборудования. Обогатители уверены, все это позволит увеличить плановые показатели по добыче, продолжить соблюдать требования промышленной безопасности, оптимизировать и повысить производительность. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Подарок ко Дню Республики получил Намский район. Там установили первую сваю Дворца культуры и духовного развития. Здание возведут по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Финансирование строительства обеспечено целевым фондом будущих поколений республики. Компания «Алроса» пожертвовала 250 миллионов рублей. Трехэтажный дворец культуры общей площадью 5500 квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию к юбилею Максима Амосова, который отметят в 2022 году. А само здание вместит в себя сразу несколько необходимых социально-культурных учреждений Намского района. Будет включать в себя как зал на 400 мест, где можно проводить различные мероприятия с хорошей сценой. Кроме того, там будет библиотеки, будет выставка художественная, будет музей, будет ЗАГС. То есть он будет нести разные функции, и при этом я надеюсь, что он будет объединять людей, и они смогут там и развиваться, и получать знания, и связываться со всеми другими районами республики и нашей страны. Якутяне продолжают поздравлять друг друга с Днем Республики. Свои пожелания передал Егор Борисов, член Совета Федерации Федерального собрания России. Уважаемые якутяне, 27 апреля – День Республики Саха-Якутия. Историческое событие провозглашения автономии воспринимается как День государственности, как главное достижение и достояние, как символ вековых устремлений наших народов, которые тесно связались с Россией, с ее народами. Дорогие якутяне, от всей души поздравляю всех с праздником и желаю успехов во всех начинаниях, настроения, здоровья, счастья и благополучия. Пожелания продолжают прилетать из разных уголков нашей планеты. Добрый день, дорогие наши якутяне! Ütü külünen, kündü saka serin olahtohtoro. Ehegini saka respublikatin külünen. Ehevdeli bit. Baharabit jolu sargini. Ütünü kerene. Разрешите мне сегодня от имени всей нашей большой семьи Амосовых от всего сердца поздравить вас с Днем Республики. 27 апреля в далеком 1922 году, благодаря выдающимся сынам народа Максиму Амосову, Платону Аюнскому, Исидору Барахову, Степану Аржакову и их соратникам, Якутия получила статус автономной республики.
объединяет многих людей. Тех, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие нашего северного края. Тех, кто живет и работает в республике сегодня. И тех, кто даже находясь за ее пределами, считает ее своей, родной и любимой. Сегодня вся Якутия и не только отмечает День Республики, но в этом году впервые праздник проходит дистанционно. Театры и музеи проводят онлайн-выставки, спектакли, а работники культуры организуют флешмобы, рассказывает Юрий Осипов. Сложная эпидемиологическая ситуация внесла изменения во все сферы жизни. В связи с этим впервые в истории День Республики в Якутии отмечается несколько в ином формате. Праздничные мероприятия перешли в онлайн-режим. Несмотря на все обстоятельства, праздник остается значимым событием для всех якутян. И необходимость сидеть дома не убавила праздничного настроения. Поздравляю с днем рождения Якутию! Я желаю всем жителям Якутии счастья, здоровья, любви. Якутия ты светом зови, к добру и счастью всех нас зовешь. И алмазной радугой ты горишь, и нас всех победам грядущим ведешь. Празднование проходит повсеместно на всех телевизионных, радио и интернет-площадках республики. Так, Управление культуры и духовного развития Якутска проводит в социальных сетях акцию по чтению стихов и исполнению песен о родном крае. Также якутян призывают присоединиться в соцсетях к акции «Всем сердцем. Якутия с тобой». Участники в национальных костюмах виртуально передают друг другу флаг республики. К начинанию присоединились десятки людей по всей республике. Также множество людей объединила акция Национального художественного музея и центра Хамуса. Якутяне на национальном музыкальном инструменте исполняют гимн республики. С разных точек нашей республики. На нашем флешмобе приняли участие от самых маленьких детей до наших уважаемых ветеранов. Приняли участие также именитые наши хомусисты. В этот день музеи и театры республики проводят онлайн-спектакли, концерты, выставки и даже экскурсии. Не выходя из дома, якутяне могут присоединиться к празднованию Дня Республики. Алексеевич Аюнский. И они были очень продвинутыми людьми того времени. Сложившаяся ситуация показала, что суть праздника не в народных гуляниях, а в единении людей. Даже сидя дома, во многих километрах друг от друга, якутяне способны проникнуться духом праздника и патриотического воодушевления. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.